Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутии завершилась кормозаготовительная кампания. От наличия в хозяйственных качественных кормов в необходимом количестве зависит то, с какими результатами сработает отрасль животноводства, сколько будет получено молока и мяса. Об итогах кормозаготовки и уборочных работах мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Вячеслав Гаврилев, руководитель Департамента растениеводства, мелиорации, материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем с того, как завершилась кормозаготовительная кампания в республике. Кормозаготовительная кампания у нас завершилась перевыполнением поставленных планов. 462 тысячи тонн сена мы заготовили, да? По всем районам выполнение планов имеется. На зимовку скота и лошадей хозяйство и население готовы. Кроме того, 27 тысяч тонн силоса заложено. В прошлом году мы заложили 30 тысяч тонн, все равно идем к этому показателю. 14 тысяч тонн сенажа – это хозяйства, которые сами реализуют, да, сочные корма, они заготовили. Примерно такие же объемы, как и в прошлом году. Насчет мобильных бригад, по всем районам, по всей республике мы запланировали заготовить 35 тысяч тонн на отдаленных участках. На данный момент, по оперативным данным, мы там собрали 27 тысяч тонн сена. Да? В связи с тем, что эти мобильные бригады находятся на отдаленных местностях, они информацию предоставляют нам с опозданием. А с чем связываете такой хорошие результаты? С урожайностью или с работой мобильных бригад в том числе? Да, работа мобильных бригад, да, в основном большие объемы заготовлены в Верхоянском и в горном районах. Там где-то 20-14% они свой вклад внесли, именно мобильные бригады. Да? А если относительно всей республики, да, тоже неплохие показатели. В прошлом году мы заготовили, конечно, чуть больше, но и потребность была больше в этих мобильных бригадах. А в текущем году на местах, на неотдаленных местах, да, тоже сено выросло. Погода нам помогла по всем районам, и поэтому мы выполнили свои планы. А если говорить в целом о показателях районах, кто лучше всего справился, помимо Верхоянского и Горного? Это, как всегда, ежегодно. Это по городу Якутску неплохие показатели. Хангаласский, район Намский. Самый такой рекордный, да, это Абийский, наш северный район. Они там заготовили на местах. Мы им, несмотря на то, что мы как-никак большие планы на них поставили, они сейчас перевыполнили план на 39%. Заготовили 139% плана, получается. Вячеслав Владимирович, я больше чем уверен, что отрасль столкнулась и с определенными трудностями. Какие препятствия были в этом году? Дело в том, что да, нам необходимо ежегодно увеличивать именно организованные формы хозяйствования. Да? И в целях, именно если говорить о кормопроизводстве, да, ежегодно увеличивается подпрограмма кормопроизводства. В этом году 175 миллионов было предусмотрено со стороны республики, а от районов они тоже заинтересованы очень. Это радует нас. Они, в свою очередь, предусмотрели консолидированный по всем районам 183 миллиона своих бюджетов. И в итоге вся стоимость больше 360 миллионов было предусмотрено на кормозаготовку. А если говорить именно про кормозаготовку и сложности в ходе нее, в каких районах ситуация сложнее всего наблюдалась? Я знаю, что в Амгинском районе была непростая ситуация с вредителями, и с саранчой, и с волосогрызками. Саранчевые у нас ежегодно мониторинг делает Россельхозцентр. Это филиал федерального учреждения. Они ежегодно проводят где-то четырехкратно на 19 тысяч сенокосных угодьях. И практически все такие районы, они охват делают, и поэтому нам удается вовремя бороться с саранчой.
Мгм. А вот как ситуация с обильными осадками в ряде районов повлияла на ход кормозаготовки? Или Очень, наоборот, с их отсутствием? ну вот очень долго у нас на местности Турбаха, да, вот в горном районе, нет, в Кобяйском районе вода не спадала, и поэтому там были затруднения, конечно, по заготовке сена, но все равно удалось там заготовить стопроцентный запланированный объем сена. Мгм. А вот как насчет ситуации с Усть-Майским районом? Там была сложная лесопожарная обстановка все это лето. Какие показатели там? Ну, ввиду того, что там не такое большое количество скота держат, да, и хозяйств там крупных не имеется, и поэтому там ситуация такая стабильная. Если там они даже встретят такие сложности, то мы сможем перебросить сено к ним в Самгинский и центральных других районов. Мгм. Вот Вот, такой, Вячеслав Владимирович, вы уже такой нет отметили, ситуации. что другим районам будет помощь в этом году традиционно. То есть будем перебрасывать сено, допустим, с традиционных чурапчинских, амгинских районов в другие, да? Нет, мы в этом году Арсений Сергеевич, наш глава в Амгинском районе, когда мы совещались, нам всем районам конкретное задание дали, и чтобы заготавливать сено на местах. И поэтому такой большой переброски между районами не будет. Мгм. Но есть определенные сложности в Аймяконском районе. Вот они, наверное, и будут получать помощь. Но закупать с других регионов, допустим, Самурской области, мы не будем. Да, нет, не будем, не будем. Абсолютно. Вячеслав Владимирович, ну я думаю, по итогам вот этой вот кормозаготовительной кампании уже можно делать какие-то прогнозы на следующий. Какие предварительные планы, если ставить? Ну, мы все равно будем ставить большие планы, да, по районам, потому что это подстегивает хозяйство и население заготавливать на местах побольше на запас сена. И кроме этого мы увеличиваем сеть сенохранилищ, так называемые сенохранилища. Мы их строим за счет той же подпрограммы кормопроизводства, и они позволяют хранить сено там более 3-4 лет без потери качества. А сколько у нас уже сенохранилищ существует? Там, если по районам посчитать, где-то 5000 наберется нам. 5000 во всех районах? Да. Мгм. Вячеслав Владимирович, какие агрокультуры показали в этом году наибольшую урожайность? Ну, урожайность картофеля такая вот средняя, да, получилась. Ну, если за 5 лет брать, то у нас урожайность была 90 центнеров с гектара, а в текущем году пока идет 94 центнера с 1 гектара. По зерновым у нас также стабильно идет 10 центнеров с гектара. Нам показатели портят в Алекминском, Черопчинском районах, потому что у них там не урожай наблюдается. Но за счет урожаев в Амгинском, Хангаласском и других районах мы все равно будем выполнять планы. Да? По овощам, ну, тоже такая же средняя ситуация, 124 центнера с гектара, ну, пока стабильно идет. 6000 тонн картофеля, нет, капусты, да, сейчас собрали, но чтобы выполнить планы, нам где-то 10 тысяч тонн все равно соберем. Мгм. А с чем связана неурожайность в Алекминском районе? Это же буквально наша кладовая. Там Да. и с картошкой, я так понимаю, в этом году Ну, ситуация там с картошкой стабильно, да, стабильная. по части картошки, да, а по зерновым там у нас спад идет. Только по зерновым. А вот с чем связываете? Но там необходимо соблюсти технологию, именно ежегодно проводить чистые поры. В текущем году мы там хозяйство построило зернохранилище, да, и ожидаем уже следующего года там увеличение уже посевных и соблюдение культуры так таковой, чтобы добиваться больших урожаев. Мгм. Вячеслав Владимирович, а как обстоят дела вот с выращиванием в этом году каких-то нетипичных культур для нашего региона? Допустим, арбуз, вообще бахчевых, кукурузы. Ну, бахчевые у нас ежегодно в городе Якутске и Мегино-Кангласском стабильно выращивают. Там наберется по двум этим муниципалитетам где-то 18 гектаров. Ну, стабильно урожай получают, хозяйство на этом тоже, да, зарабатывает, ну, нормально. Но они уже вышли на реализацию именно населения. Идет, ага. А вот Ну, что с кукурузой, допустим, или с подсолнечником?
кукуруза и подсолнечник у нас выращивается для того, чтобы заготавливать силос. У нас практикуется это в Алекминском, Хангаласском и самый большой объем, конечно, в Сунтарском улусе, с ХБК Крестях. Подсолнечника в Сунтарском улусе. Подсолнух и кукуруза. А проблема реализации собранного урожая для нас сегодня актуальна? Ежегодно, уже 2 года реализуется заготовка овощей, картофеля и зерновых культур, да? И за счет этого у хозяйств сейчас нет таких больших проблем по части реализации своего урожая. Но необходимо отметить, чтобы районы, они упор делали на развитие именно организованных форм хозяйствования и все время уменьшать тот объем, который они заготавливают картофель, да, имеется в виду картофель, у населения. Нам необходимо наращивать, увеличивать количество организованных форм хозяйствования. Они же у нас получают поддержку на посадку, на посев сельхозкультур. Они могут приобретать, получать государственную поддержку при приобретении техники, приобретении минеральных удобрений, семенного материала. И поэтому наращивать надо организованные формы хозяйства. Ну, Вячеслав Владимирович, я насколько понимаю, здесь вот в плане реализации свое дело делают и ярмарки. Вот одна из самых крупных у нас сейчас работает, завершила работу, точнее, на Комсомольской площади. Какие планы по ярмарочной реализации продукции? Формат текущего года, да, хозяйствам и населению очень понравилось. В этом году продолжительность ярмарки была 10 дней. В прошлых годах это было 2-3 дня, и очень большое скопление машин, людей, там, и неразбериха была большая. А сейчас все стабильно, нормально пришли, купили и довольны и ушли. А кто регламентирует цены на этой ярмарке? Ну вот я, допустим, лично сам там был, 1000 рублей за говядину. Я понимаю, что она свежая, но это дорого. Да, но эта говядина, необходимо понимать, что она не замороженная, она свежая, и поэтому, там еще идет увеличение цены за счет того, что хозяйства непосредственно они арендовали эти места. И как мы в прошлых годах все вот эту организацию проводили за счет республики, а с текущего года мы так проводить уже не будем. Поэтому, да, имеется увеличение цены, но она не такая большая. Ну и плюс транспортные расходы, чем дальше везут, тем дороже цена. А в заключение, как у нас сегодня в республике налажена система хранения овощей и того же зерна? В течение двух лет мы возобновили работу по строительству зернохранилищ. Таким образом, нам удалось сейчас построить 2000, с объемом хранения на 2000 тонн зерновых в Амгинском, 1000 тонн в Усалданском и, как я уже говорил, в Алекминском районе тоже 1000 тонн. Вот наличие вот этих систем хранения будет мотивировать хозяйство к увеличению посевных и, соответственно, и урожая. Насчет хранения овощей и картофеля, в последний раз господдержка была в 2020 году, но мы попросили у республики, правительства, чтобы эту программу возобновить. Вячеслав Владимирович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч!